Огромный привет всем любителям футбола. 17-й юношеский турнир Кубок развития набирает обороты, и сегодня второй игровой день. Он же, как и казалось, и предпоследний. Чуть позже на поле выйдет и наша сборная, которая сразится с командой Казахстана. А сейчас мы с вами посмотрим матч лидеров турнира, где сборная Таджикистана примет сборную Молдовы. Ну и для вас... Второй номер Фахидин Ахтамов, четвертый Абдурауф Мухрабони. От каждого можно ожидать все чего угодно. Подача не получается, пока стандарты и вообще возможности, которые есть у таджиков, не приносят дивидендов от ворот. Да, ну вот что касается стандарта, видим, что Андроник поменял вратарей, хотя Бутучель смотрелся очень даже неплохо. Атака, хороший пас, ну и вратарь мяч берет. Гафаров стоял и первый матч, и сегодня, видимо, он... Не возвращается в оборону, за него защитники отыгрывают. Ну, видимо, таджики здорово атаки, подача. Замыкать можно. Салимшоев, кстати, был готов забить, но слишком низким оказался, не достал. Таджики явно владеют преимуществом. Удар, гол! 1-0 в пользу сборной Таджикистана. Миш, заметил, кто там забил? Честно, не увидел даже номер, потому что смотрел, как очень красиво мяч опускается в сетку ворот. Прекрасный гол, прекрасный дальний удар. Ну и таджики заслужили этот мяч, они больше атаковали. Да, полностью с тобой согласен. Стоит отметить то, что вот в юношеском футболе вратарь всегда прибегает праздновать мяч. Так было в матче Беларусь-Молдова, и теперь также вратарь сборной Таджикистана прибежал праздновать мяч с командой. Ну и, конечно, хочется сказать о том, что явно у таджиков зашкаливает патриотизм, потому что вся команда, которая находилась... Второй номер Ахтамов, да, все верно, абсолютно. Неплохо штрафной пас, не замыкает здесь у нас. Куда этот Зода, по-моему, да, это 9-й номер нападающий. Зода бил поворотом. Посмотрим, получится ли это сделать. Да, проверим психологию молдаван. Хорошая подача, удар, но удар такой по касательной скорее, не было силы в нем. Видим подбор за таджиками. 13 номер и гол! Посмотрите, это Таиров. Какой же мяч, ай, красавчик, а! Тут уже мне нечего сказать, потому что на исполнение удар. Таирова, я вспоминал Шамуродова, и теперь они отличились, что один, что второй. Таиров чуть попозже, но оба отличились просто прекраснейшими голами. Обводящим ударом в дальний угол, в нижнюю шестерочку попадает 13-й номер и празднует опять же практически со всеми игроками команды. Да, очень красивый гол. Ну слушай, давай все-таки скажем, что молдаване следующие забьют, потому что как-то не хочется нам разгрома. Мы хотим красивой борьбы, хорошего футбола, так разволновались, растерялись. Так что вот подача снова, и третий может забивать, так и делает. Это у нас 9-й номер Абдулафот Худайдадзода, да. Этот парня мы уже тоже отмечали. Он очень забивной нападающий. И забивал и нашей сборной в прошлом сезоне на этом турнире в финале. И вот сейчас также забивает. Очень хороший. Таиров только что поменялся с Салимшоевым, чтобы сыграть в этот вот верхний мяч. И ему удалось это сделать, он как раз вверх и выиграл. Ну вот Молдавия у нас в атаке. Наку в штрафной, но здесь окружают много игроков команда Таджикистана. Удар все же состоялся, но не очень опасно. Но я думаю, все будет с ним нормально, он продолжит эту встречу. А таджики атакуют, то какой удар, вот попытка через себя. Вот этот Зода, ну скажи, разве небольшое будущее у этих парней? Ну, не поверю просто, если скажешь, что нет, так что соглашайся. Тогда не буду отвечать. Этому не готовыми. Таджикистан действительно наиграл, мне кажется, на 3 мяча, может даже чуть побольше. А у молдаван шансов-то и не было, поэтому счет закономерный, я считаю. Вот здесь выход 1-0, я думаю, будет и четвертый мяч. Четвертый мяч в воротах команды Молдовы. Кто это у нас забил? Вот этот Зода оформляет дубль сегодняшней встречи. Но я думаю, на хит-трик этот парень тоже зайдет. А то и на покер там и так далее. Да, как я и говорил, Зода, он в первом тайме очень выделялся, очень грамотно всегда располагается нападающий между линиями, где-то даже между центральными защитниками, всегда ищет шанс где-то на грани офсайда. И вот в этом эпизоде он, конечно, все сделал праздник. Возможно, это Раду Лучен из футбольного клуба Зимбру. Ну что ж, игра продолжилась у нас игра, второй тайм, поехали. Выделялся, приходилось доставать мячи из собственных ворот.
Ну, таджики вот спокойно пытаются атаковать. Вот в штрафную вошел, пробил. Ну, голкипер надежен, надежен. Тойров продолжает куражиться на чужой половине. Один раз у него Мне получилось. кажется, вот это действительно настоящий капитан, лидер раздевалки, лидеры на поле. А здесь как-то 10-й номер растворился, и мы его вообще не видим. А тут штанга и гол! Да, 4-й. четкое добивание. 14 номер, который вышел у нас на замену. Джоробек Зода. Да, Жеребек Зода. Ну вот тренер угадал с заменой. Ну как? Он сделал 8 замен, но одна из них сработала. Ну, может, сработают и все 8, даже если вратарь забьет. Ну, действительно, счет действительно сейчас становится 4-0. И теперь этот мяч уже точно будет засчитан. Сейчас, кстати, будет 9-я замена, но это яркое подтверждение тому, что все игроки Таджикистана равноценны, равнозначны для тренера. Они ждут результата, и, конечно, когда твоя команда проигрывает 0-4, у тебя просто нет эмоций, чтобы так эмоционировать. Но вот когда твоя команда ведет, а еще и с хозяевами турнира, то эмоции хоть отбавляй. Да, причем, я напомню, они вели 0-2 к 7-й минуте. Но вот здесь можно пробить, и 17 номер это делает. Но действительно, очень неплохо вошел в игру. Разделяется от игры, белорусов не будет. Да, но этот турнир пользовался популярностью у болельщиков не только в Беларуси. Ох, какой удар! Вот так вроде ничего не предвещало, а удар состоялся очень хороший. Слышите аплодисменты, это запасные игроки Таджикистана аплодируют своим партнерам. Принимаешь российское гражданство, получаешь российский паспорт и остаешься в команде. На что он сказал то, что нет, я покину клуб, я не буду принимать российское гражданство. Выход 1 на 1, 20 номер Дан Ботана, забивать надо и гол! 4-1. 4-1 молдаване забивают. Ну и порадуемся тоже за них. По-моему, совсем недавно этот тоже низкорослый футболист под номером 20 вышел на футбольное поле. Исполнил классно в дальний угол. Но перед этим, да, ты видел, да, поскользнулся вратарь. И, конечно, это тоже сыграло важную роль при взятии ворот. Ожидал большего. Как-то не очень так здорово он вписался. Да, знаешь, у меня был один раз эфир, когда я критиковал игрока, а потом оказалось, что у него было микроповреждение. Поэтому всякое может быть. Хороший прострел. Ну да, и здесь надо забивать. Удар по воротам. Гол! Офсайд, да? Да. Да, положение вне игры. Ну и 5-го не будет. И знаете, вот здесь рядом располагается... Да-да-да, больше 10 это 100%. И перекладина. Потрясающие моменты и хороший удар у нас наносил игрок команды Таджикистана. Но не получилось все же забить. А ударная подача. Даже розыгрыш, да, пас. Ну и опять же, вот да, к слову о том, зачем делать розыгрыш, если можно подать и будет опасно. Ну либо пробить. Вот здесь гол будет у нас. Да, немного курьезный гол получился. А забивает игрок под номером... Честно, не видно. Не 10-м, нет? Не Азизов случайно? Честно говоря, не видел. По-моему, 8-й номер все же. Но сейчас увидим. Да, но это очень курьезный мяч. Хвалил я во втором тайме голкипера, говорил, что он очень надежно играет, спокойно. При этом он приводит мяч в собственные ворота. Ты покритикуешь, тот забьет. Если похвалишь, то сразу... Да, не попадаю, короче. Одна из последних подач. И ох, хороший момент. Что, снова Азизов на острие атаки оказался, да? Да, все видимо, верно, это десятка. нападающий. Ярко он вошел. Тоже очень интересный матч. Если здесь битва фаворитов, там битва аутсайдеров у нас получается, да? Да, Так что... получается так. Ну вот что же, и все, финальный свисток. Такой хороший матч у нас получился. В первую очередь, конечно, благодаря Таджикистану. Не дали они показать своих лучших качеств в Молдове.